Выставка «Жизнь как птица, промелькнувшая в окне». Эту фразу сказала мама Азалии Соргоевой, художника, графика, очень интересного человека. И вот, будучи в зрелом возрасте, она вдруг вспомнила эту фразу мамы, которая сидела возле окна и сказала дочери, ну, по-якутски, сахалы, о том, что жизнь – это как птица, промелькнувшая в окне. И вот, вспомнив об этом, она создает произведение «Жизнь как птица». Вот там можно в технике аппликации. Ну, Азалия Соргоева художник очень интересный. Она как бы не останавливается на одной теме, на одной технике, поэтому такой маэстризм в ее искусстве. Обращается она и к афорту, и к линогравюре, и к гуаши, и к пастели, и блестящие акварели у нее. И все это как-то не чуждается она и абстрактных форм, а к символике обращается. Поэтому в каждой работе здесь мы можем видеть и такой каллиграфический рисунок, тушевый, да, как вот в 7 портретах якутских женщин, или же кубические шаманы, символика такая в аппликациях, яркие какие-то цвета, тона. В то же время она очень такая мягкая, пастельная. Ну и как человек она очень интересна, с ней всегда вести разговоры очень такие глубокие по искусству, они всегда как бы запоминающиеся. Вот в этом вся Азалия Соргоева, по-своему маэстро, художник, интересный и как бы волнующий, что ли, западающий в душу, потому что, вот глядя на ее произведения, невольно какая-то ассоциация с работами старых мастеров, которые обычно эксплуатировали тему, что жизнь быстротечна, что все течет и изменяется. И вот глядя на ее сотенские серии, как-то именно вот об этом, что ну, как красиво природа, да? Как течет река, как цветут травы, и что это беречь надо, вот эту гармонию мира. Вот эти вот мысли, они как бы сами всплывают, возникают, и это дарит ее творчество, вот эту гармонию, красоту.
ее коллег, искусствоведов. Это скульптора Раиса Бурцева, такая как бы модельяневская Мадонна, вот она все. Вот. Там вот мы видим Ию Покатилу, одним росчерком она ее как бы характер такой. Зинаида Ивановна, Унарова Иванова, да, «Сиреневый сад». Ну, вот у нее интересные такие портреты коллег, подруг.